Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. О том, как население Ингушей с 330 резко увеличилось до 515 тысяч, мы говорить не будем. Очередная фальсификация горе-патриотов с Ингушетии всплыла наружу, а именно, целенаправленное завышение численности населения народа псевдопатриотами потерпел крах, а их ложь быстро разоблачили. На сегодняшний день в Википедии написано, численность ингушей составляет 515 тысяч. Так ли это? Конечно же нет. Алексей Ракша, демограф, на канале «Наше время 2.0» совершенно секретно рассказывает, как ингуши нажились на беженцах из Чечни, которые большим количеством уехали в Ингушетию в период двух чеченских кампаний. Этот ролик мы чуть позже покажем вам. Мало того, что они наряду с беженцами получали гуманитарные продукты, предназначенные только для беженцев, но и построили себе город, назвав его громким именем Магаз, по всей видимости, чтобы насолить осетинам, на дотации и на государственное пособие, которое полагалось беженцам, так еще и наглым способом приписали к себе чеченских беженцев в переписи населения народов России в 2002 году. Данные переписи могут как-то фальсифицировать? Да, могут. Это уже наблюдалось неоднократно. Вот самый яркий пример — Ингушетия. Как мы знаем, в 2002 году была перепись, а перед этим была острая фаза Чеченской войны. Большое число беженцев в Чечне сели в Ингушетии, а потом стали уезжать обратно. На перепись Ингушетия решила себе всех этих беженцев виртуально оставить, получила дико раздувшееся население. Годом себе накручивали население, и в то время как реальная численность населения Ингушетии оставалась на уровне 330-335 тысяч, они сейчас себе дорисовали уже до 515 тысяч. Из 330 тысяч живущих людей в Ингушетии, как минимум 150 тысяч – это люди из чеченских тейпов или из бывших чеченских тейпов, такие как Евлоевы, которые лишь с 19 века начали себя называть Галгай в честь другого тейпа. Только незаконно рожденный станет относить свой тейп к другому тейпу, ставя его выше своего тейпа. У каждого тейпа должна быть своя национальность, и как мы знаем, Галгай – это такой же тейп, как Евлой. Но когда условный Цори приписывает себя не к своему отцу, а роду Галгай, это вызывает подозрение. Мы прекрасно понимаем желание людей, не оставляют попыток доказать, что Галгай — это национальность, им нужна численность любыми способами, чем больше их, тем проще им навязать галгализацию чеченским обществом, проживающим в Ингушетии, по их мнению. Но каким образом Галгай может быть нацией, если у него нет даже собственного языка? Вас это не смущает? А для тех, кто хочет поддержать нас, оформите спонсорство на наш канал. Взамен вам предлагается фирменный значок рядом с именем и некоторые эмодзи в виде национальных героев чеченского народа. Всем огромное спасибо за вашу помощь и поддержку. Пусть Всевышний вернет вам многократно.